Вы смотрите итоговый выпуск новостей. О самых заметных событиях понедельника, 2 ноября, вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. И вот главные темы дня. Число новых случаев COVID-19 в Якутии приближается к 200 в сутки. Регион получит поддержку из федерального бюджета. Соблюдать масочный режим и социальную дистанцию повсеместно. Рейды по торговым точкам и заведениям провели сразу в нескольких районах, в том числе и в Якутске. Самоизоляция как возможность культурно обогатиться. Театры республики покажут спектакли в режиме онлайн. Закрыта паромная переправа Даркалах-Нижний Бестях, где теперь можно переправиться через реку. Ленск оказался во власти снежной стихии. Город завалило полуметровыми сугробами. Как дорожники справляются с ситуацией? Креативность, наличие национальных элементов и деловой стиль. Школьники Мирнинского района презентовали эскизы современной школьной формы. За минувшие сутки в Якутии выявили 191 новый случай коронавируса. Об этом сообщила замруководителя регионального оперштаба Ольга Балабкина. Так, в Якутске заболели 104 человека, в Алданском, Мегино-Кангаласском районах по 8, в Вилюйском 7, в Нерюнгринском, Нюрбинском и Алекминском по 6 случаев. В остальных районах от 1 до 5 заболевших. Скончались от COVID-19 за последние сутки 2 человека. Лаборатории региона провели свыше 4200 исследований. У нас сильно не меняется. Так, хочу сказать, что, конечно же, есть определенная стабилизация по количеству заболевших в целом по республике, по городу Якутску, хотя рост определенный он все равно имеется, так, но такая контролируемая ситуация. На сегодняшний день у нас, например, 191 новый случай. Хочу отметить, что по количеству занятых коек, по проценту занятых коек у нас тоже показатели достаточно нормальные. То есть мы видим, что та работа, которая была проведена на прошлой неделе по дополнительным койкам, она результат свой дает. Вместе с тем, конечно же, опять же подчеркиваю, по летальности. Так, у нас, к сожалению, летальных случаев есть. Вот по 2, по 3 случая у нас они все равно за прошлую неделю наблюдались. И поэтому здесь управлением здравоохранения на местах, в целом Министерству здравоохранения, так и с нашими ведущими больницами все-таки достаточно серьезную работу надо проводить. Сейчас, конечно же, у нас из-за сезона, скажем так, определенное движение все-таки сокращается между районами, в первую очередь по паромным переправам, по бездорожью. Здесь на местах главам наследов, главам поселков надо усилить все-таки работу по приезжающим. Сейчас, я думаю, такую задачу можно уже ставить и с тем, чтобы все-таки механизмы самоизоляции приезжающих лиц, механизмы те, которые у нас должны быть отработаны по учреждениям образования, здравоохранения, они четко соблюдались. На оснащение лабораторий по выявлению коронавируса в Якутии направят около 5 миллионов рублей. Об этом также сообщила Ольга Балабкина в ходе брифинга по эпидситуации. Правительство региона подписало соглашение о предоставлении средств на стимулирующие выплаты медработникам из федерального бюджета. Вдобавок, в рамках еще одного соглашения закупят лекарства на сумму более 35 миллионов рублей для амбулаторного лечения пациентов с COVID-19. А на прошлой неделе главврачи республики участвовали в семинаре, проведенном институтами пульмонологии России, где получили новый опыт работы с инфекцией, отметила Ольга Балабкина. За последние сутки в Хангаласском Улусе выявлено 3 случая коронавирусной инфекции, а на прошлой неделе вирус подхватили 12 человек. Это не самые плохие цифры в целом по республике, но и не повод, чтобы расслабиться. О текущей эпидситуации в Улусе и о мерах по борьбе с COVID-19 расскажет Виолетта Засимова. У 12 хангаласов на прошлой неделе обнаружили коронавирус. В основном это жители города Покровска, поселка Махсгаллох, сел Актемцы и Ой. Есть среди заболевших и лица старше 65 лет. В инфекционном отделении у нас находится 43 человека. Из них находится на искусственной вентиляции легких 2 человека. Так, на домашнем лечении у нас находится 94 человека.
Из них бессимптомным течением 4 человека. Всего в Улусе коечный фонд для пациентов с COVID-19 составляет 70 мест, и пока этого хватает. В случае увеличения количества заболевших, инфекционные койки будут развернуты в каждом наследии. В ряде районов республики, в том числе и в Хангаласском Улусе, вместо тестирования посредством ПЦР начало применяться тестирование ИФА и ИХА. Иммуноферментный анализ ИФА проводится лабораторно и выявляет антитела. Иммунохроматографический анализ ИХА – это экспресс-тест, чаще всего в виде полоски, на которую наносят каплю крови. Результат выдает в течение 15 минут. По словам главного врача Хангаласской центральной районной больницы, медучреждения Улуса достаточно оснащены медикаментами и средствами индивидуальной защиты. Тем временем в аптеках наблюдается нехватка противовирусных препаратов, таких как орбидол и его аналоги. Причины – высокий спрос среди покупателей и новые требования по маркировке препаратов, вступившие в силу с июля. Если даже они появляются где-то в аптеках или в каких-то других местах, то очень цены большие на них. Если, допустим, орбидол стоил, допустим, если около 300 с лишним рублей, сейчас он 700, 800, 900 рублей. Орбидол сейчас нету, уже вот неделю нету. А почему? Ну, поступление было до этого, разобрали. Орбифлю было. Ага. 30 таблеток тоже раскупили, да. Ну, причины тоже есть, маркировка товара, поэтому, может быть, не знаю. А что за маркировка? Что за... Ну, это с 1 июля ввели же маркировка товара. И вот ее надо, когда она поступает, надо отдельно, как сказать, приемку вести. И пока производитель там подтверждение несколько, один день может быть или 2 дня задержка. В период с 9 июля по 30 октября на территории района проведен 601 выездной рейд по предприятиям торговли, общественного питания и сферы услуг. Сделано 85 устных замечаний, составлено 152 акта комиссионного осмотра. Направлено в мировой суд 19 протоколов об административном правонарушении. У школьников сейчас каникулы. В этот период им рекомендовано не выезжать за пределы своего населенного пункта, не посещать торговые центры, кинотеатры и прочие развлекательные площадки, воздержаться от поездки на общественном транспорте и не собираться компаниями. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский Улус. Администрация города Якутска продолжает проводить рейды по соблюдению мер безопасности в местах массового скопления людей, а также в увеселительных заведениях. Проверяют наличие у продавцов средств индивидуальной защиты, масок и перчаток, а также наличие разметки для соблюдения социальной дистанции. Наша съемочная группа отправилась в рейд вместе с административной комиссией. Подробности у Полины Долинской. Уже не первую неделю административная комиссия Якутска проводит проверки на соблюдение мер безопасности в местах массового скопления граждан. В торговых центрах, барах и местах общепита. Последние полгода Роспотребнадзор повторяет: носите маски и перчатки, соблюдайте дистанцию, воздержитесь от посещения увеселительных заведений. Но каждую неделю выявляются новые нарушения и составляются протоколы. Рейдовые мероприятия в данное время производятся каждый день. К сожалению, тяжело больных становится все больше и больше. Статистика не уменьшается. По ночным заведениям мы проводим в пятницу и воскресенье, но могут быть исключения, когда в середине недели. Наша съемочная группа отправилась сегодня в рейд с проверкой. Несмотря на то, что многие продавцы знают о необходимых требованиях в период распространения коронавирусной инфекции, нарушения выявлены практически в каждой второй точке. Чаще всего и оправдания похожи друг на друга. Перчатки есть, просто сейчас закончились. Маску всегда ношу, но людей же не было и тому подобное. Закончились, говорю. Мы каждые 15 минут, у меня же хлорка, уже руки от хлорки судороги сходят. То же самое происходит и в некоторых кафе. В данном кафе выявили нарушение именно несоблюдения дистанции между столами. Минимум должно быть 1,5 метра. К сожалению, тут мы видим то, что на метр, даже если смотреть на глаз. Также продавщица была без перчаток. Также и... когда мы зашли. Сейчас, конечно, когда мы заходим, они сразу устранят это нарушение. Ну и обслужила человека без маски. То есть это все зафиксировано.
и будет показано руководству для составления протокола. По факту выявленных нарушений составляется административный протокол. Владельцу заведения сначала делают предупреждение, а в случае дальнейших нарушений грозит закрытие на 90 дней. Но тем не менее, ежедневная сводка по количеству заболевших COVID-19 говорит о том, что сами люди утратили бдительность и просто обесценили свое здоровье и безопасность. Полина Долинская, Григорий Григорьев, Якутск. Очередной рейд по нарушителям масочного режима прошел и в Нерюнгринском районе. Казалось бы, за полгода пандемии уже можно привыкнуть к требованиям безопасности. Но есть те, кто продолжает пренебрегать правилами. На этот раз комиссия искала нарушителей в магазинах и точках общепита поселка Чульман, рассказывает Екатерина Павлова. Проверки по соблюдению масочного режима сегодня проходят ежедневно. И до сих пор полицейским попадаются тем, кто пренебрегает соблюдением правил. Избежать ответственности уже не удастся. По факту нарушения будет составлен протокол. Сегодня административная комиссия совместно с сотрудниками Роспотребнадзора и полиции проверили соблюдение требований режима на территории аэропорта Чульман. В ходе контрольных мероприятий здесь нарушений не выявлено. После комиссия отправилась по точкам общепита поселка. Нарушения были выявлены в части нанесения разметок социального дистанцирования. Также были проверены объекты торговли поселка Чульман. В общей сложности у нас охвачено было 29 объектов. В основном мы встретили сопротивление в магазине «Полина». Там арендаторы не хотят соблюдать режим масочный. Значит, индивидуальным предпринимателям мы вручим извещение для явки в административную комиссию. Такие рейды будут проходить и дальше. Нерюнгринцы должны носить защитные маски и соблюдать все положенные меры предосторожности. Екатерина Павлова, Захар Головин, Сергей Козюра, Нерюнгри. Театры Якутии 3 и 4 ноября покажут онлайн-спектакли в рамках всероссийской акции «Ночь искусств». Русский драмтеатр имени Пушкина представит на своем YouTube-канале постановку «Путь святителя» Владимира Федорова. Государственный театр эстрады продемонстрирует спектакль «Уйбанчик» режиссера Сергея Потапова. Также учреждение подготовило для зрителей тест на знание якутской эстрады на странице Instagram. Театр оперы и балета Якутии поставит оперу «Директор театра» 3 ноября. А театр кукол Нерюнгри покажет видеозапись спектакля для взрослой аудитории «Страшная месть» режиссера Александра Иванова. Более подробно с программами, датами и временем проведения можно ознакомиться на нашем сайте yak24.ru. Далее о спорте. Чемпионат России по дзюдо, который должен был пройти в Хабаровске с 7 по 10 ноября, отменен из-за пандемии. Об этом сообщается на официальном сайте правительства региона. Таким образом, якутянка Нергуяна Никифорова, которая в прошлом году впервые выиграла чемпионат России, не сможет защитить свой титул. Спортсменка готовилась выступить в олимпийской весовой категории до 78 килограммов. Напомним, дзюдоистка была признана лучшим спортсменом прошлого года в Якутии. Сейчас короткая реклама. Мы продолжим буквально через 1 минуту. Смотрите далее на канале Якутия-24. Закрыта паромная переправа Даркалах-Нижний Бестях, где теперь можно переправиться через реку. Ленск оказался во власти снежной стихии. Город завалило полуметровыми сугробами. Как дорожники справляются с ситуацией? Креативность, наличие национальных элементов и деловой стиль. Школьники Мирнинского района презентовали эскизы современной школьной формы. Мы продолжаем нашу программу. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил внести в правительство до 31 мая следующего года стратегию развития портовой, железнодорожной и аэропортовой инфраструктуры в российской части Арктики. Об этом сообщается на официальном сайте Кабмина. Стратегия позволит обеспечить комплексное решение задачи и создать условия для увеличения объемов перевозок экспортных и транзитных грузов по Северному морскому пути, говорится в публикации. Ответственными за реализацию стратегии назначены Министерство транспорта, Минвостокразвития и Росатом.
Тем временем учет численности белых медведей завершили на территории природного заповедника Медвежьи острова в республике. Об этом сообщил директор национального парка Ленские столбы Аркадий Семенов на своей инстаграм-странице. В начале октября не удалось полностью завершить работы по причине нелетной погоды, но сегодня можно сказать, что с поставленной задачей справились и полностью выполнили весь объем работ, написал он. По словам Аркадия Семенова, результаты авиамониторинга показали, что в этом году белые медведи перебрались на материк раньше предыдущих лет. Связано это с изменениями климата. Директор нацпарка подчеркнул необходимость изучения проблемы таяния морских льдов для сохранения обитателей Арктики. Подходит к завершению навигация в Якутске. Накануне закрыли паромную переправу Даркалах-Нижнебестях. А начиная с сегодня паромы будут следовать по маршруту Жатай-Тихтюр. О работе паромов и открытии зимников. Материал нашего корреспондента Александра Хавренко. Вчера свой последний рейс совершил паром на паромной переправе Даркалах. И с сегодняшнего дня на Даркалахе навигация закрыта. Теперь все паромы на ту сторону реки будут отправляться отсюда, из поселка Жатай. Как видите, за моей спиной стоит паром, а за ним уже на полных парах стоит ледокол. Но первые рейсы паромы по маршруту Жатай-Тихтюр пройдут без участия ледокола. Ледовая обстановка на Лене пока позволяет буксирам и баржам двигаться самостоятельно. Но, как только температура понизится и увеличится толщина льда, путь для паромов будет прокладывать ледокол «Капитан Бородкин». Естественно, с привлечением ледокола стоимость переправы увеличится. Цены у нас планируется подниматься с момента этого привлечения ледокола. Это как бы тариф устанавливается перевозчиком, лорпом. Это есть определенный тариф на перевозку и сопровождение ледокола. Это в ближайшее время должен быть установлен перевозчиком. Это на примере на индексации, с учетом индексации прошлых лет на уровне 2019 года будет установлен. Сегодня должны завершиться подготовительные работы, обустройство причальных площадок и отсыпка песком подъездных путей. И начнется погрузка первых автомобилей. Паромная переправа с ледоколом, у нас грузовые перевозки будут выполняться до 20 чисел ноября. У нас 25-го ориентировочный срок открытия Хадаса-Павловск переправы. И далее по увеличению грузоподъемности. И декабрь, январь, это уже как бы уже повышение грузоподъемности, установленные сроки. У нас для этого создана специальная комиссия, которая проверяет толщину льда с привлечением ГИМС и других надзорных органов, подрядных организаций. Пассажиры все еще могут перебраться на ту сторону реки при помощи судов на воздушной подушке, которые отправляются с 202-го микрорайона до Нижнего Бестяха и по маршруту Кангаласы-Сотинцы. Суда на воздушной подушке будут курсировать до открытия зимников. Александр Хавренко, Семен Семенов, Жатай, Якутск. Всю прошлую неделю Ленск был во власти снежной стихии. Город буквально засыпало 40-сантиметровыми сугробами. Коммунальные службы оперативно вышли на расчистку дорог. Свою работу они ведут каждую ночь, очищая дорожное полотно. А в дневные часы снегоуборочная техника работает на тротуарах. В первую очередь дорожники ликвидируют последствия циклона в центре города, сгребая снег к бордюрам для его дальнейшего вывоза. Здесь горы снега будут лежать до середины ноября. По словам механика предприятия, именно в это время начинается основная работа по вывозу снега. Всего на дороге Ленска компания «Техносервис» выпустила 7 единиц техники. Судя по стремительно очищенному городу, можно с уверенностью сказать, что к такому обилию осадков предприятие было готово. На данный период мы закончим город, тротуары, все, препятствий ни для пешеходов, ни для водителей нету. И переходим на дальние участки. Это прилегающие территории, это второстепенные дороги и отдаленные, это Чанчики, и Мухтуя и так далее. Теперь гражданам не придется предоставлять документы, содержащие сведения об алиментах, чтобы оформить выплаты на детей от 3 до 7 лет. Поправки вступили в силу накануне. Госорганы будут сами получать эту информацию через систему межведомственного электронного взаимодействия. Ежемесячные пособия на детей от 3 до 7 лет введены с 1 января текущего года указом президента. Их получают семьи с низкими доходами. Выплаты начались с 1 июня. Пособие в размере 50% регионального прожиточного минимума для детей можно оформить на портале госуслуг или в МФЦ.
А школьникам Якутии расскажут о профессиях будущего. Мероприятие пройдет 6 ноября в онлайн-формате на платформе Zoom. С 10 до 18:00 участников ждет интересная и насыщенная программа. Опытные профориентаторы Центра опережающей профподготовки Якутии расскажут о мире профессий будущего. В ходе вебинара участники узнают, для чего придуман атлас новых профессий и насколько действительны его прогнозы. Для классных руководителей, школьных психологов и учителей проведут полезный мастер-класс «Современные инструменты профориентации». Также слушателям подробно расскажут о возможностях участия в проекте ранней профессиональной ориентации школьников с 6 по 11 классы. Школьники Мирнинского района презентовали эскизы современной школьной формы. Заочный конкурс «Лучший эскиз школьной формы» неожиданно получил широкий отклик среди учащихся со всего района. О том, какую форму предпочитают школьники, узнавала Марфирина Алексеева. Жюри конкурса завалены эскизами юных дизайнеров. Более 150 учащихся прислали различные, продуманные до мелочей чертежи и аппликации желаемой школьной формы. В дизайнерском конкурсе приняли участие ребята от 9 до 18 лет. Дети нас сами натолкнули на идею этого конкурса, потому что они всегда возмущаются школьной формой, что их загоняют в строгие рамки. Белый верх, черный низ. Они говорят, мы не хотим так ходить. Поэтому мы им предложили вот эту тему, а как вы хотите ходить? Создайте и предложите нам свое видение своей школьной формы. Эскизы школьной формы должны отображать современные модные тенденции, при этом соответствовать деловому стилю. Особое внимание уделялось удобству в ношении и качеству материала. Помимо креативности, новизной для форм школ Мирного стал пункт наличия национальных элементов. Идею поддержали и школьники. Вот эти небольшие узоры, как эмблемы, это для нас будет очень важной частью, так как мы живем в Якутии. Это какое-то напоминание будет для нас, какая-то гордость, наверное. Я надеюсь, что хоть что-нибудь будет из этого, хотя бы маленький значок или эмблемка какая-нибудь. Победители определялись в 3 номинациях. Это формы для младшего, среднего и старшего звена. По эскизам победителей будет создана школьная коллекция. Коллекция будет изготовлена на базе нашего Центра творчества, студии дизайна и мода ауры. А дети, которые живут в городе Мирном, но не занимаются в студии, будут приглашены в студию и попробуют сами сделать свою форму от создания эскиза до готового изделия. Школьная коллекция будет представлена в марте следующего года. Формы, разработанные учащимися, будут презентовать школам для последующего массового производства. Марфирина Алексеева, Артем Алексеев, Мирный. Крупные торговые сайты-агрегаторы с выручкой более 40 миллионов рублей за прошлый год, использующие наличные расчеты с потребителем, теперь обязаны принимать к оплате карту МИР. При этом планируется поэтапное снижение порога выручки. Так, с 1 марта до 30 июня следующего года под действие закона попадут агрегаторы с объемом выручки, превышающим 30 миллионов рублей. Заключительным этапом станет снижение порога выручки до 20 миллионов с 1 июля 2021 года. Изменения в законодательство должны привести к тому, что недобросовестные участники рынка, торгующие контрафактной или нелегальной продукцией только за наличную валюту, будут вынуждены уйти с рынка или же изменить бизнес-модель. В столице республики завершился хакатон ВКонтакте. Это масштабное соревнование для программистов, дизайнеров и других специалистов в области разработки. На протяжении нескольких дней конкурс проходил в режиме онлайн. Участие могли принять как школьники от 14 лет, студенты, молодые специалисты, так и эксперты в области IT со всего Дальнего Востока. 5 команд были представлены из республики. Основная цель хакатона – развитие и поддержка талантливых, перспективных специалистов, создание условий для личностной и профессиональной самореализации участников, а также объединение на одной площадке участников разного уровня подготовки с различными компетенциями. Все дали разные кейсы. Хочу отметить внимание на первый кейс, получается, от компании ВКонтакте, разработать VK мини-апс, например, там. И их в этом никак не ограничивали. Они могут разработать приложение, которое им интересно. А насчет второго кейса хочу отметить то, что там тоже их вообще не ограничивали. Они могут разработать любой им интересный навык для голосового помощника Маруся.
Текущая рабочая неделя в России будет сокращенной. Это связано с празднованием Дня народного единства 4 ноября, пояснили в Роструде. Соответственно, на час сократится продолжительность предпраздничного рабочего дня во вторник. Выходной день, по заверениям синоптиков, станет еще и самым теплым на предстоящей неделе в столице. Следующая сокращенная рабочая неделя ожидает россиян только в конце декабря. В этом году 31 декабря выпадает на четверг и является сокращенным рабочим днем. Новогодние каникулы продлятся с 1 по 10 января. Таким наши корреспонденты увидели понедельник, 2 ноября. Берегите себя в общественных местах, носите маски и соблюдайте безопасную дистанцию. Оставайтесь с нами.